Кыргызы обвиняют Таджикистан во лжи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о выявлении подтвержденных случаев коронавируса в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. И когда болезни органов дыхания растут в сезоне, скажем, большинство населения воспринимает, учитывая, что во всем мире мы видим средства массовой информации, болезнь, вызванная коронавирусом, COVID-19. И потому, конечно, население опасается, что как бы не было это коронавирус. Власти Таджикистана в ближайшее время сообщат о выявлении случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. В ряде таджикских регионов будет введен карантин, сообщил информированный источник в аппарате правительства Киргизии. В скором времени правительство Таджикистана признает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и наличие коронавируса, а также введет карантинные меры, сказал один из депутатов. В соседнем Таджикистане помещены в карантин более 60 человек. Среди них учителя столичных школ, сотрудники МВД, работники Нацбанка республики. На прошлой неделе в карантин помещена заместитель председателя правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайриниса Юсуфи, отметил он. Как вы относитесь к таким заявлениям соседей? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Не надо бояться, не надо иметь, так сказать, вот такое опасение, что развиваются какие-то болезни. Нет, наоборот, надо соблюдать личную гигиену. Накануне 26 апреля Республиканский штаб Таджикистана по профилактике коронавируса в связи с угрозой коронавируса принял решение объявить с 27 апреля по 10 мая двухнедельные каникулы в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования. Решение было принято в целях защиты общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Республики. В случае, если отмечают повышение температуры, кашель, одышку, слезотечение, они должны срочно пригласить семейного врача на дом. В пресс-центре отметили, что занятия в высших учебных заведениях страны продолжатся. В случае изменения будет предоставлена дополнительная информация. Кроме того, решением штаба с учетом сложной эпидемиологической и социальной ситуации в мире с целью укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукции первой необходимости с 25 апреля в республике временно запрещен экспорт всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, яйца, картофель, а также всех видов мяса. По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Таджикистане нет. Однако СМИ и общественность республики выражают обеспокоенность сообщениями об участившихся случаях летальных исходов пациентов за последние дни с пневмонией и болезнями сердца. Минздрав Таджикистана заявляет, что эти смерти не связаны с коронавирусной инфекцией. И хочу отметить, что если вот сейчас брать последние 4 месяца, январь-апрель 2019 год и январь-апрель 2020 год, то могу сказать, что в 2019 году за 4 месяца заболели воспалением легких 4639 человек, 53 погибли, и процент смертности составляет 1,1%. В 2020 году заболели на 800 человек больше, 5489, умерли 95%, смертности 1,7%. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!